Видеосюжет Рады Аргун посвящен, конечно же, войне. Войне, которая по своему обыкновению приносит муки и несчастья всем, кто волею судьбы был охвачен ею. Посмотрите небольшой видеорассказ о судьбе абхазского мальчика, которого жестокая война наделила участью взрослых. Он нашел себе место в этой войне. Посмотрите и задумайтесь. Это очень страшно. Во всей этой военной суматохе мы, наверное, редко заглядываем в глаза наших детей. Что с ними стало, какие они сегодня. Познакомившись с 11-летним Русланом Гуладзе, который стоял рядом с отцом всего 7 месяцев на позициях Восточного фронта, охраняя его своим детским сердцем, я поняла, что для этого ребенка война стала жизнью, а жизнь – проверкой на мужество. Война застигла Руслана в Кутоле, отец же был в Сухуми и сразу же поспешил за сыном. Так и остались они там, вдвоем, на дорогах войны, отец и сын. Руслан же настолько наловчился и разбирается во всей военной технике, автоматах, что, как признался Лаврик, его отец, даже ему приходится иногда с ним советоваться. أي لافريك نصورة يونر ويصوح رد نصيب الشيك حسب لوباخا أري أبدأ تشنيوان سكورة وبراخ تشمشرو عم زويت وشتوسني يوقجتي سجيزة شكس خد سوتشكون دوا قلب حرد رس وخش بوبز بري يأزار يسحب تيس نخوبلوب نسوي من وتر السماس تكون زتك يوم سبسازة يعني سما واحد أجي أخي بصي قزر جيب صدق اللي يخشوا وبتيجي حبة شو سر هذا ورد خجول دال كنتجا وأنا جاب وش كان زتجاب دال كن صاد الزجاج يستخدم خيري موي يرى يشتغل هذا يخن زيديك عوالا بس دموسل بطولة دقي بشيد دزم دور حاج جدا قزم وش مشيرة الناس وسطوش الفرنت حاجو بري سكيدر دربت أبي خوش بس دق أنا برا دي بشيد حنا كوي مر بجازي جبرا حقي أصدقاء بري ناس جيزة شو كسي خدزويت أبجردات قلت يرى وجانم قدزو بري حبخ أنا سبستازر جيبها أشتوب مكانه بري دنيا بري بشرة حرد حزق حبسخ تخبرير جي دنيا خبشي شكالش يابسخ بح ده شكالات قناة زبح سزدران شي بسخ ما يرى وروج يرى يبسخ رتو يسحب ليوب شبسوي يدرويت أبس نشكش بيدرويت يبصدق الأخشر زحن ريزيلم كاز جي باكو يبزقو ريزيلم كاكو ناس يخشوا بس يختني كنا تخشوا بيرا ياشنا يري يقيت ساتسر سخمخ بتشكي الزقم تزقو ريزيلم كاكو بلا يتسترس نخوب برخ برنح عن أواز في دولتي يخسر يلا كده بشوك حقون تبس ناس وس سكيهنا جت حكحوا ده ومشوني حتى والله غرت مخاوف واضح بخذوش بقي حد وحزق شيء حكى عرقي حد ناس اللي يفتمات يكز بطران كثير شو نسي حد أبخي وروس شودي حد ناس سش شودي حد بس حبرنا حاجة رسالة حكام حيد يحمخي تسر يحس شمس صدره ما خير كشرك ممكن بس حيتساعد يا ريسي حيب قنا كبرات دخي از نساي باش شاخات شو جد خريله قلا زيجيز وبرت رزحن وبريد ديشباي خوبشوز بري خوجي دانيلك عاج كنت شاي باش نربل قربي اخو يزبنزر اخو جبرات دوقب براد هايت حاحمي بشر ناس حيبشروا حباس بتشكل يقليت يقضوني أنا وزلاق ناس يرجع يخرجك يبز نشطوقب فنيلا شو ما حد رز عوان رز صقب درجير بقى يتصون بس حقيقي بروقه بس يبشر حاجة. Столько было ситуаций опасных. Вот ты никогда не задумывался ли о смерти или о чем-нибудь таком? Вот ты чувство боязни, страха у тебя не было? Ну, все боятся. Любой боится человек, когда падают бомбы. Но надо не бояться. Надо сидеть в окопе, убегать от бомб, смотреть, когда падают, когда летят бомбы. Уходить надо от бомб.
Если не уйдешь, пойдешь в лобовую, может убить, может ранить. Слушай, а вот этот автомат, как мне сказали, это у тебя трофейный, да? Ты не Это расскажешь? не мой автомат, это папин автомат. Да. А мой автомат находится там, АКМ. Я оставил на оппозиции, Артур держал, свой автомат отдал другому. Как держал свой автомат, ранили его, а сейчас кто держит, не знаю. Но знаю, что находится на оппозиции. Что у тебя в памяти осталось? Ну, сейчас я подробно не буду рассказывать, что у меня в памяти осталось. Ну, так и осталось в памяти, когда бомбили, в день 5 раз сушки бомбили. Начиная с первой позиции до центра Кутола бомбили. Как убило людей, как разрывало, как убивали людей, как разорванные люди грузины приносили. Ну, я думал, как там сидят ребята в оппозиции, не попала ли бомба в них. Потому что там все мои братья сидят. Ну и думал, попала бомба. Когда бомбили, я туда ходил, смотрел, кого ранило. Один раз я когда в Ткварчеле был, ранили Артура, привезли, меня там не было в оппозиции. Когда ранили Артура, я приехал в Джигерды, он в Джигердах лежал без сознания. И оттуда в Ткварчеле повезли, а потом привезли сюда. Ну, когда мы хотели с ним сесть в вертолет, там другие люди зашли, а нас не запустили в вертолет. И мы не сели другие люди, которым не надо было лететь. А мы остались. И только на 6-й день мы прилетели сюда. Он уже в сознание пришел, все. В больнице я его увидел. Просто ты говоришь, что ты хочешь опять туда вернуться, да? Хочу вернуться и пойду туда. Сюда ехать я не хотел. У меня просто баба. Если Артура не ранили бы, я сюда не приехал бы. Сейчас Артур, когда выздоровеет, я опять пойду туда. А если тебя не возьмут, или не пустят? Кто не возьмет? Кто меня не возьмет? А я спрашиваю. А? Вдруг? Вдруг? Да. Я никого не буду спрашивать. Сяду на вертолет и поеду. Все. Нет, такого не может быть. Что меня не возьмут. Потому что ты никогда не вспоминал вот эту мирную нашу жизнь, спокойную, когда ты просто ходил, игрался, бегал, я не знаю, просто не скучаешь ты по тем временам? Нет. Как? Вот так, не скучаю. Хочешь воевать? Да. Ты не хочешь, чтобы настал мир, чтобы все стало Кто опять не хочет, спокойно? чтобы настал мир. Все хотят, чтобы настал мир. Но когда война, надо воевать. Насколько уже если война началась, надо воевать до конца. А не то, что говорил, я 7 месяцев воевал, сейчас мне надо отдыхать. Я хоть не воевал, просто я ходил по окопам. Когда попадался бой, я тоже стрелял. Ну так я же не могу сказать, чтобы я человека в упор стрелял. Они бегут, а ты в них стреляешь с автомата, а ты убил его или не убил, ты не знаешь. Все, больше я ничего не хочу сказать. В конце неохотно говорливый Руслан сам попросил нас снять его собачку. Тут уж, конечно, он не был похож на тот образ мальчика Гавроша, которого судьба забросила в огонь войны. Да не прервется путь маленького Руслана и всех его ровесников в этой тяжелой и жестокой схватке.